Наш эфир продолжает выпуск новостей. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Коротко о главных темах. За сутки в Якутии ликвидировано 15 природных пожаров. Реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Нерюнгри завершат раньше планируемого срока. Подробно расскажем о том, какую погоду ожидать в августе жителям столицы. Прямое включение нашего корреспондента. За сутки ликвидировано 15 природных пожаров. По оперативным данным авиалесоохраны на территории республики действует 164 природных пожара. За сутки ликвидировано 15 на общей площади свыше 60 тысяч гектаров. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Нюрбинского, Алекминского и Сунтарского районов, где зарегистрировано 140 очагов. На защиту населенных пунктов Бяськуэль, Кырыкы и Сельдюкар задействованы специалисты МЧС России. Проводится работа по расширению минерализованных полос и тушению отдельных очагов. В целом за сутки на природных пожарах было задействовано свыше 2000 человек и 278 единиц техники, привлеченных органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС и в рамках межведомственного маневрирования сил и средств Федерального резерва авиалесоохраны. Сегодня аэромобильные группировки Главного управления продолжат свою работу на территории Горного, Верхневилюйского и Мирнинского районов. В готовности к применению находится авиация МЧС России. Планируется применение близ населенных пунктов Сите, Кырыкы, Малыкай, Сюльдюкар и в Сунтарском районе. В Хангаласском Улусе идет борьба с 5 лесными пожарами. Из них 3 локализованы и 1 близок к локализации. По 2 очага действуют на территориях национального парка Ленские столбы и Хангаласского лесничества. А 1 пожар активен возле Синских столбов. На Ленских столбах оба пожара локализованы. На тушении работает 171 человек и 7 единиц техники. Пожар площадью более 1500 гектаров. Возле Синских столбов также локализован. Его тушат 28 человек. Остаются действующие пожары возле села Ельдя и Кытылдюра. Там с огнем борются 171 человек, из них 83 человека – местное население. Закончена опашка минполосы и провели встречный отжиг. Сегодня планируем вечером локализацию дать. По 18-го там тоже опашка идет, встречный отжиг проводится. Кытылдюре, ага. И вот на днях, если все по плану будет, тоже локализацию ждем. Сахатранснефтегаз по-прежнему активно защищает свои объекты от лесных пожаров. Выполняется дополнительный комплекс противопожарных мероприятий, чтобы не допустить распространения лесных пожаров на объектах газового хозяйства. В данное время лесной пожар действует в районе между опорными пунктами 105-й километр и Берге. Аварийная бригада сделала дополнительные минерализованные полосы и отжиг в сторону пожара. Также на месте работает бригада авиапожарной службы из Амурской области. Напомним, основная работа, связанная с подготовкой к пожароопасному периоду на объектах газового хозяйства, начинается сразу с момента схода снежного покрова в лесах. В течение всего пожароопасного периода ведется мониторинг и сбор информации о состоянии пожарной обстановки с опорных пунктов и газораспределительных станций, находящихся в лесной зоне. Тем временем в Якутске продолжаются работы по восстановлению прорвавшегося газопровода. Напомним, сегодня в районе 9 часов вечера на автостраде 50 лет октября в 2 местах прорвало газопровод высокого давления. Сегодня ремонтные работы завершены в месте прорыва со стороны торгового центра «Ура-Самол». Движение автотранспорта по этой стороне проезжей части планируется возобновить к 16 часам дня. В данный момент рабочая бригада устраняет последствия происшествия на участке дороги. Движение, по которому идет в сторону города. Планируется, что автострада будет полностью открыта к завтрашнему дню. Специалисты отмечают, что ситуация находится под их контролем и что никакой угрозы ближайшим домам и их жителям нет. Утечка газа уже локализована. Газопровод старый, 1968 года. И, соответственно, он находился на резерве. От него в данное время абонентов не было подключено. Причиной инцидента создана комиссия, выясняет обстоятельства,
инцидента, да, и, соответственно, по итогам расследования будем опубликовывать позже. Реконструкцию взлетно-посадочной полосы в Нерюнгри завершат раньше планируемого срока. Премьер Якутии Андрей Тарасенко в рамках рабочей поездки в Нерюнгринский район оценил ход реконструкции аэропорта Нерюнгри и дал высокую оценку работе подрядчика, который не допускает отставаний и демонстрирует высокий темп строительно-монтажных работ. Ограничения на прием воздушных судов 1 и 2 классов снимут уже к ноябрю этого года. Как ранее сообщил глава республики Ясен Николаев, после прохождения сертификации, которая будет идти с октября, 1 ноября полоса заработает в обычном режиме. А в Якутии началась практическая реализация программы сопровождаемого проживания людей с инвалидностью. Первые участники программы заселяются в специально оборудованные квартиры в Якутске. Проект рассчитан на внедрение новых форм социального обслуживания людей с инвалидностью, альтернативных специализированным стационарным учреждениям. Сейчас в республике в специализированных учреждениях проживают более 1000 людей с ментальными расстройствами. Задача этого проекта – адаптировать людей к проживанию дома или в условиях, близким к домашним. Всего в проекте участвует 37 человек, 12 из которых подопечные психоневрологических интернатов. Они впоследствии переедут в квартиры на постоянной основе с постоянным сопровождением профессиональных социальных работников. Ребятам предоставляется возможность жить самостоятельно, социализироваться, учиться самообслуживанию от бытовых дел вроде готовки и стирки до планирования собственного бюджета. Поможем получить образование, трудоустроиться и в дальнейшем жить самостоятельно. Не первый год нерюнгринские десантники отмечают свой праздник чередой поистине добрых дел. Голубые береты встречаются с самыми незащищенными слоями населения и сами дарят подарки. Наши коллеги из Нерюнгри расскажут подробнее. Каждый год воспитанники детских учреждений с нетерпением ждут 2 августа. Волшебник прилетает не на голубом вертолете, но на парашюте и в голубом берете. Встречи десантников с детьми всегда теплые, с неподдельным интересом и живым общением. Самые сильные, самые смелые, крепкие парни в чисте, самые лучшие и закаленные отмечают сегодня День Труда. В группе мессенджера нерюнгринских десантников более 80 человек. Здесь защитники накануне праздника решают организационные моменты. Обсуждаем это все заранее, все планируем. Вот. Как бы сейчас из-за коронавируса мало принимаем участие, потому что все мероприятия не проводятся. Вот. И как бы, когда снимут ковид, будем, конечно же, в дальнейшем участвовать в жизни города, принимать участие где-то даже в школах, там, когда проводятся патриотические праздники. Сегодня десантники встретились с ребятами реабилитационного центра «Тускул», Республиканского детского специализированного дома социального обслуживания в Серборе, воспитанниками Чульманского центра «Вектор». Виновники праздника сами дарили подарки, сладости и фрукты, проводили спортивные состязания. После посещения детских учреждений десантниками, возможно, кто-то из мальчишек захочет служить в ВДВ, ведь они видят достойный пример. Чтобы и ребятки видели, что они все-таки под защитой, да, ребята, которые могут стать на их защиту. Вот. Не забываем про них, потому что они и так обделены общением, обделены вниманием. Радуются, когда мы приезжаем. То есть это классно. И они видят, что все-таки десантное братство – это не просто там какие-то ребята, которые ходят, болтаются просто так. Нет, это интересно, это целенаправленно, организовано. То есть это красиво, как минимум. Кроме того, голубые береты посетили Чульманский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Такие встречи никого не оставляют равнодушными. Это только радость, улыбки и искренняя доброта. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Аномальные холода, пришедшие на этой неделе на территорию Бразилии, стали причиной гибели значительной части урожая кофе. После морозов цены на арабику выросли до максимума за 7 лет. Подробности в репортаже Артема Сторонова.
Пожухшие листья и замерзшие ягоды. Именно так сейчас выглядит значительная часть кофейных плантаций в Бразилии. Аномальные холода, пришедшие на этой неделе в тропическую страну, нанесли огромный урон местным фермерам. Нет сомнений, что плантации придется вырубать, вероятно, весьма радикально, до самого корня. Мороз был сильный, он поразил все листья и ветви. Лишь после кардинальной обрезки растения смогут восстановиться. По предварительным оценкам бразильских властей, от мороза пострадали от 150 до 200 тысяч гектаров кофейных плантаций. Это около 11% всех посадок арабики в стране. Однако некоторые фермеры говорят, что потеряли гораздо больше. На этой плантации погибли около 80% растений, на другой 50%, на третьей около 20%. В среднем по региону потери составляют 30-40%. Бразилия является лидирующим мировым производителем кофейных зерен. После заморозков на этой неделе цены на арабику выросли до максимума за 7 лет. И вполне возможно, что для конечного потребителя стоимость кофе в этом году тоже заметно увеличится. Продолжим тему погоды. В столице сегодня облачно, максимальная температура воздуха достигнет 30 градусов выше 0. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду, преимущественно без осадков. Подробнее о том, какую погоду ожидать жителям республики, расскажет наш корреспондент Саргалана Неустроева. Саргалана, здравствуй. Приветствую, Валерия. Прямо сейчас в Якутске достаточно комфортная температура, не слишком жарко. А между тем смог, который, казалось бы, еще утром развеялся, уже сейчас чувствуется в воздухе. Прямо сейчас за моей спиной вы можете видеть, как задымление надвигается на Якутск с Вилюйской группы районов, а именно с Горного Улуса. Как известно, именно лесные пожары в Горном районе стали причиной задымленности в столице республики. По прогнозам синоптиков, до 6-10 августа, то есть до конца этой недели, не следует ожидать окончания смога. Задымленность сохранится с переменной плотностью. Связано это прежде всего с направлением ветра. Прямо сейчас Якутск находится под влиянием западной воздушной массы, которая движется к нам с Вилюйской группы районов. Ну а между тем начался август, это значит, что, к сожалению, лето заканчивается. Но тем не менее, август по прогнозам синоптиков будет теплым. Среднемесячная температура ожидается выше нормы на 1-2 градусов. То же самое касается и осадков, их среднемесячная норма также ожидается около и выше нормы. Но это не касается юго-западных районов и западо-южных районов. Там все как раз-таки наоборот. Синоптики прогнозируют осадки меньше среднемесячной нормы. Завтра же преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду, порывы до 8-13 метров. Температура воздуха днем не поднимется выше 25 градусов. Небольшой дождь 4-5 августа ожидает на территории южных районов, а также на Колыме и в Аймеконе. К этому часу у меня все. Валерия. Спасибо, Саргалана, за полную информацию о погоде. А я напомню, с нами на прямой связи был наш корреспондент Саргалана Неустроева. К этому часу это вся информация. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.